В субботу, 7 ноября, в Казани в театре имени Галиаскара Камала вручали первую республиканскую премию в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Она была учреждена указом президента Татарстана и присуждается за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства. В составе конкурсной комиссии видные деятели культуры республики. В России есть много театральных премий, которые так или иначе объединяют вокруг себя большое число творческих коллективов. И все же хочется верить, что национальная премия Татарстана имени Марселя Салимжанова будет существенным вкладом в объединение и взаимопонимание творческих коллективов, работающих в традициях, в школе классика татарского театра. С достойными последователями творчества Марселя Салимжанова, с теми, кто получил первую премию его имени, побеседовала Ольга Морская и попыталась понять, что такого привнес в сценическое искусство Марсель Салимжанов, что его постановки до сих пор не теряют актуальности и идут при полных залах. Вот это вот костюм, который я играю сейчас в голубой шали. Голубой шали, наверное, я играл все роли там. Когда я играл Мусу Джалиля, вот это была одежда, вот эта вот одежда, которой они в тюрьме сидят, в плену. Национального героя Мусу Джалиля за свою театральную карьеру он играл дважды. Режиссеры видели в нем сходство со знаменитым поэтом. За 53 года работы в Камаловском театре Ренат Тазидинов играл Тартюфа и Эзопа, Антония и Кулгали. Хотя о том, что станет актером, даже не думал. Хотел быть певцом, пробовал учиться на экономиста. А потом узнал, что в Казань приехали педагоги из Москвы набирать курс в легендарную «Щепку». Его взяли сразу, несмотря на то, что по-русски молодой человек говорил плохо. Отучился на отлично, блистал уже в дипломных работах. Спектакли у нас были очень интересные. У меня дипломный спектакль был в бане Маяковского. Вот откуда-то, я не знаю, вот так, даже в Казани мы играли, даже Качаловцы говорили: о, это готовый актер у вас. Себя он называет салимжановским актером. Считает, именно при нем его талант раскрылся наиболее полно. Ренат Тазидинов играл главные роли почти во всех его постановках. За исполнение нескольких ролей, в том числе Карандашева в «Бесприданнице» Островского, в 1983 году получил государственную премию СССР. При Салимжанове его нашла и другая награда – Тукаевская премия. А потом было и звание «Народный артист России». Невозможно было его не слушать. Он все объяснял. Мне было только надо... Как он сказал, мне надо было это играть. Самое главное, мне кажется, вот увековечить Марселя Какимовича, вот эту премию делали. Но это был действительно талантливейшим режиссером. Вот поэтому нам повезло просто. Повезло, что мы вот под его руководством работали вот почти 50 лет. Простой деревенский мальчишка Анас Галиуллин всегда разыгрывал сценки с друзьями, любил изображать людей, смотреть постановки в местном клубе. Один такой вечер стал судьбоносным. И прям сидим, смотрим. И однажды я вдруг крикнул: ребята, все, я буду актером. Вся творческая жизнь Анаса Галиуллина прошла в стенах театра имени Карима Тинчурина. Он пришел туда в 1962 году, еще будучи студентом театрального училища, и остался навсегда. Это первый мой спектакль на профессиональной сцене. Режиссер у нас Гали Каримович Хусаинов. Он как увидел меня, сразу сказал: нам все, ты мне понравился, иди, беги директору, скажи, что Гали Каримович меня принял. Маклер в Хаджи Эфенди женится, Шишкин в Мещанах, Семен в Любовь под вязами, Саттар в Угасших звездах. Десятки ролей, и некоторые из них в спектаклях, поставленных Марселем Салимжановым. Режиссер мог и поругать, и похвалить, говорит Анас Сагидулович, но он всегда бесконечно любил своих актеров. У него ко мне отношение было отцовское. Если он меня увидит издалека: о, Анасулла, иди сюда, иди. У Марселя Хакимовича свои схватки, у него свои манеры. Вот я покажу, если неудобно не будет. Он, когда сидит за столом: давай,
Говорю, он сам весь в азарте, и нас сюда же вводит. Марсель Салимжанов родился в Казани в актерской семье. Окончил ГИТИС, в 1962 году стал режиссером Казанского ТЮЗа. 4 года спустя возглавил Камаловский. Преподавал в Казанском театральном училище и Академии культуры и искусств. На сцене Камаловского театра Марсель Салимжанов поставил 88 пьес. Это отечественная и зарубежная классика и, конечно, национальная драматургия. Одни из самых известных спектаклей «Четыре жениха для Деляфрус», «Эльгизар плюс Вера», «Зятья Гаргари» и, конечно, «Старик из деревни Альдермеш». Именно за эту пьесу режиссер Марсель Салимжанов, драматург Туфан Минулин и исполнитель главной роли Шаукат Бектимиров были удостоены государственной премии имени Станиславского. Каждый год 7 ноября, в день рождения великого режиссера, в его театре ставят новый спектакль. Такое обещание в день своего назначения на режиссерское кресло дал Фарид Бекчентаев. И каждый год на его могилу несут цветы коллеги, родные и друзья. Это очень важная премия, тем более ее не было. В области театрального искусства у нас не было такой премии, потому что есть премии Царева, есть премии Волкова, и еще несколько каких-то есть премий. В конце концов, «Золотая маска» есть. Вот он сам лауреат «Золотой маски». Поэтому это очень серьезная премия и обязывающая ко многому, мне кажется. Первые лауреаты первой премии – это люди, которые знали великого режиссера, были его коллегами и учениками. Актер Ринат Тазиддинов, режиссеры Рустам Галиев и Гумер Марданов. Люди, внесшие большой вклад в сохранение и развитие традиций народного театра. Эту премию просто так не получить. Надо упорно работать, быть фанатом своего дела. Марсель Салимжанов – мой учитель, я его студент. И получить премию его имени для меня особая честь. Я работал в театре почти 50 лет. Из них 30 с Марселем Салимжановым. Он помогал мне ставить спектакли, и мы дружили с семьями. Он вложил много труда в наш театр, и теперь он государственный. Нагрудные знаки, почетные дипломы, 200 тысяч рублей. Награда лауреатам вручал Фарид Мухаммедшин. Мы вкладываем очень много сил в наши театры, имея перед собой такой пример. Пример Марселя Салимжанова. Хочется поблагодарить всех работников театра, которые вкладывают свою душу, трудятся для народа. Спасибо вам большое. Давайте и впредь сохранять нашу культуру. Все вместе. После вручения премии зрителям представили спектакль «Зятья Гаргари» в постановке Марселя Салимжанова. Он до сих пор в репертуаре театра и любим зрителями. А это главная награда для того, кто смотрит на бессмертное искусство с небес. Ольга Морская, Айрат Мухамедзянов, Александр Лобанов, Ильнур Шакиров, Шаукат Ахманов. Республика. Итоги недели.